Дорогие друзья, Лисаковск – уникальный город. Чтобы все увидеть, узнать и полюбить его, надо побывать в нашем городе и ознакомиться с его достопримечательностями. Предлагаю вам совершить небольшое путешествие по улицам нашего города и вновь окунуться в теплоту и красоту Лисаковска. По его удивительно тенистым улицам хочется пройти вновь и вновь. Итак, нашу экскурсию хотелось бы начать со стелы, находящейся на въезде в город, посвященной первостроителям, и фигуры лисы, которая является символом города. Лисаковск – это город горняков и обогатителей, людей самой мирной профессии – строителей. Начал он строиться в 60-е годы. В этом году Лисаковску исполняется 51 год. Небольшое описание города можно получить, посмотрев на герб, на котором изображено синее небо с солнцем, представляющее собой мир. Лиса – символ города. Под лисой темно-коричневая полоска, которая символизирует плодородную, богатую различными полезными ископаемыми землю. А теперь давайте отправимся в центр города, где находятся основные достопримечательности. Одним из наиболее интересных мест города можно назвать Лисаковский музей истории и культуры Верхнего Притоболья. Это относительно недавно открытое заведение, всего лишь в 1991 году. Однако при этом его коллекция составляет внушительные более 16 тысяч экспонатов. Он хранит богатые коллекции предметов эпохи бронзы и некрополя. Многие экспонаты были добыты в результате проведенных археологических работ на территории города, ведь в его пределах были обнаружены стоянки древних цивилизаций. Рядом с музеем находится ДК «Союз», который стал украшением архитектуры облика города. Дом культуры – это частица города, его культурный центр. Здесь уютный зрительный зал, на концерты и мероприятия которых всегда приходит много взрослых и детей. Если приближается праздник, то на площади перед ДК «Союз» на открытой сцене выступают музыкальные коллективы, а зрители слушают, подпевают и пританцовывают. Помимо культурных и исторических объектов, в городе есть места отдыха для горожан. Самое многолюдное и посещаемое место в городе – это аллея Сатпаева. Именно здесь молодежь проводит свой досуг в вечернее время, а днем молодые мамы гуляют здесь со своими малышами. Ведь именно здесь в летнее время все благоухает, цветет и радует глаз своей красотой. На аллее есть фонтаны, клумбы с цветами, обелиск памяти воинам-интернационалистам и памятник Пушкину. Недавно было открытие нового танцующего фонтана. Полюбившимся местом отдыха для лисаковчан и гостей города является Парк Победы. Главным объектом парка является мемориал в честь победы над фашизмом. На его территории есть также объекты, напоминающие нам об исторических событиях, в частности, о Великой Отечественной войне и войне в Афганистане. Это боевая машина пехоты и знаменитое противотанковое орудие, прославленное на полях сражений 1941-1945 годов, которые находятся рядом с мемориалом. Также здесь много зеленых насаждений, малых архитектурных форм, скамеек, игровые площадки для детей. Еще одно полюбившееся место для отдыха горожан – это парк Алтай. Свежий воздух, высокие, красивые деревья, беседка, наличие скамеек и детская площадка привлекают горожан всех возрастов. Также популярным местом для активных жителей города является стадион Арайленд. Он является одним из лучших в Казахстане. В его стенах выросли десятки именитых спортсменов. Нередко он становился центром областных и республиканских турниров. Есть в городе бассейн, теннисный корт, различные секции, а также придворовые спортивные площадки для разминки как молодых, так и пожилых граждан. Еще одна отличительная черта Лисаковска – это городские скульптуры. Несмотря на свои небольшие размеры, город может похвастаться большим количеством скульптур и памятников на любой вкус и настроение. Здесь есть скульптуры, посвященные деятелям и героям литературы, памятник Пушкину и чеховская дама с собачкой. Есть памятник первой учительнице, установленный во дворе школы, и скульптура, ставшая оригинальной визитной карточкой города – 3 танцующих мальчика. Скульптура быка установлена на главной площади города. Как известно, бык – это древнейший символ солнца. В
качестве характерной черты города можно назвать то, что скульптуры не сосредоточены в одной части города, а равномерно распределены по всему городскому пространству. Отдельного внимания заслуживает архитектура микрорайонов. Сегодня мы видим перед собой привлекательные архитектурные комплексы с пятиэтажными и девятиэтажными домами, красивые аллеи и улицы, обилие зелени повсюду. Жилые объекты изначально были спроектированы и построены в виде единого архитектурного ансамбля микрорайонов. Самым примечательным является то, что они сохранили первозданный исторический облик. Лисаковск можно назвать памятником советской архитектуры времен микрорайонов. Еще одно культурное новшество появилось в городе – это муралы. На первом мурале жителям Лисаковска открывается вид на большой шкаф с книгами. На полках нашлось место классикам казахской и мировой литературы. На втором арт-мурале написана цитата Ахмета Байтурсынова о важности любви к родине. Ну и фишка нашего города – это карнавал. Каждый год в преддверии праздника Дня города проходит карнавал. Каждый из нас становится очевидцем, участником этого прекрасного шоу. По улицам города проходят красивые, яркие, сменяющие друг друга колонны. Все танцуют и поют. Вокруг царит дух веселья и праздника. Перед жителями выступают артисты с танцевальными коллективами. А последним, завершающим этапом этого праздника является салют. Дорогие друзья, мы совершили с вами небольшое путешествие по достопримечательным местам города. Еще раз увидели, какой красивый и замечательный город наш Лисаковск, наша малая родина. Я поздравляю вас с наступающим праздником. Желаю вам благополучия, процветания, счастья, здоровья и мирного неба. Спасибо за внимание.